Все, доброе утро. Все, поехали. До ближайшего городка 40 километров. Поедем. Да, дорога суперская здесь просто. Такой вид шикарный. Слева горы, хребты уже резко начинаются. Здесь городище вообще здоровое, очень здоровое. Я сколько уже спустился на километр-полтора. Все идет, вот валы всякие, стены. Впереди вон постройка какая-то там. Здоровый город здесь был, Тангутский, видимо. Как он называется, только надо будет в интернете пробить в этом месте, что вообще тут находилось. Примерно хотя бы. Сейчас вон к руинам свернул, там посмотрю, что. Город здесь очень большой. Может, даже столица какая была Тангутского государства. А это, может, какой-то ханский дворец был. Больно стены добротные. Вполне возможно. Еще внизу стройки. Да, город был здоровый. Скорее всего, это столица, думаю. Сейчас интернет будет, надо будет пробить, где у них столица была. Примерно хотя бы. Ну, я думаю, здесь. Только климат раньше другой здесь был. Сейчас реки до сюда-то не доходят. Это уже пустыня, настоящая степь тут. Раньше, наверное, сады, все дела были. Климат позволял. Климат же тоже меняется. Что это вот за помещение было? Ух ты, да здесь жить можно. Вот это что за белая такая штука? Порошкообразная.
Это типа гипса, что ли? Запихивали туда иногда все, что попадется под руку. Еще какие-то стены. Сейчас подъеду, посмотрю тоже. Ну, здесь уже загон для скота был, только современный. Но стены вроде бы старые. По такому же принципу все построено. Здесь даже ветер не гуляет, стены закрывают. Сейчас вниз. Дорога интересная, это километров 10 чуть-чуть наверх, маленький уклон, может даже процент, а потом столько же вниз. Ого, какое русло здесь. Раньше здесь мощная река, видимо, была. Как раз когда вот это поселение было целое и кишела жизнь. Сейчас ни ручейка здесь нет, ничего. Сейчас посидел, перекусил, отдохнул, загрузил серию. Что-то прям солнышко спряталось, это похолодало так нормально. Ладно, ехаем дальше. Даже дождик накрапывает чуть-чуть. Да, похолодало знатно. Даже не знаю, что лучше, жара или холодный ветер в лицо. Ну, так-то получше, наверное. Когда солнце. Лучше, чем солнце. Еще в горочку. Все ветки параллельно идут. Вот пассажирских скоростных поездов. Вот хайвей. Поезда турники. Линия идет возле гор, там она там ушла. Километрах в 5 горам.
зеленые краски пошли. Там вообще была сушеная трава такая. Здесь более зеленая пошла. Шалом. Да, рано ты окурку спрятал. Снова достать пришлось. Ух, прям продрог. Вот самое вот неприятное, это вот дождь, когда моросит с ветром встречным, это вообще лучше бы снег, наверное. Деревья появляются, ветер сразу ослабевает чуть-чуть. В поле выйдешь опять. Ну, опять дождик пошел. Сейчас уже ночевку надо ставить. Сегодня так и не получилось нормально километры проехать. Ветер сильный. Тут заросли хоть пошли немножечко. Оазис. Такие деревья интересные растут так волнами. Все, доброе утро. Время уже 12, что-то я сегодня долго спал. Лежу. Сейчас собираюсь, еду дальше. Сегодня сейчас доеду до больших городов. Забыл, как называется. В общем, 40 километров до города мне. Там посмотрим, что делать. Коротыши пристали ко мне. Уже километр, наверное, пробежали. Иди домой, сейчас тебя собью тут, дурачок. Иди. Я испугался, честно говорю. Испугался. Ой, уезжай уже, вообще страшно. Иди домой. Шмакодявки, блин. Блин, стоят. Вот тут рынок какой-то, базар. Он взял хлебобулочной продукции чуть-чуть здесь. То я ее люблю, хлебобулки. Вот, посмотрел здесь. Все, здесь. Тут ее много, прям слюнки текут. Ладно, поехали дальше. Да, движуха после пустыни здесь нормальная.
Вот, доехал до городка, до города первого. О, детский садик. Киндергартен. Фух. Сейчас сижу, отдыхаю. Заряжаю ноут, телефон. Там у этих построение какое-то у работников этой кафешки. Китайцы не могут без построения жить. Надо ведь всем строиться. Правильно. Заправиться. Ой. Ветер встречный. Солнце печет. Интересно, у них здесь целая церемония. Хороводики. Вот это корпоративный дух, вот это да. А мне надо ехать дальше, против ветра, солнца. Ветер ненормальный вообще. Сдувает. Крындец ветер. Че, неужели придется ночами теперь ездить, как в Казахстане? Против такого ветра вообще смысла нет ездить. Силы только тратишь. Стоять невозможно. Срывает. Руль срывает. Ох, вообще вымотался еще. 10 километров ехал, я не знаю, 1,5 часа, наверное. Ужасный просто ветер. Ладно, еще вечера подожду, может после заката еще поеду. Но я все подумываю, короче, стопом до Хами доехать. Встать возле хайвея, возле въезда на хайвей с табличкой Хами. Написать по-китайски. И достопить до туда. Еще примерно километров 500, по-моему, до него. Просто я и по времени не успеваю. А вот с таким ветром прогноз. Такой ветер обещает еще много дней встречный. Просто я не успею до границы доехать до 2 мая. Сегодня уже какое? 17-е. Сейчас надо отсидеться, куда-нибудь в кафешку заехать. Что-то как всегда ничего нет назло. Капец ветер. Я вот в гору велосипед сам едет. Я не кручу. Вот сейчас горочку небольшую. Мне тут крючок надо сделать. Да, вот был бы вот такой попутный ветер, это была бы сказка. Я бы в день
200 бы спокойно бы сделал, без проблем. Я бы даже не останавливался, если бы такой ветер был бы. Мне бы лень было бы кушать. Но нет, не все так просто. Это здесь Арбатик какой-то. Люблю такие Арбатики. Так надо найти место, где сейчас припарковаться. Ну, сейчас, короче, посидел, отдохнул чуть-чуть, подумал, покушал. Ветер нифига не стихает. Я посмотрел в Booking.com, хостелы есть недорогие. В общем, сегодня в хостел заселюсь. Сейчас поеду его искать. Мне еще помыться надо, давно не мылся уже, постираться тоже. Вот, ветер вообще не стихает. Чуть-чуть ослабел. Я посмотрел, 40 км в час сегодня ветер был. В прогнозе погоды 40 километров. Это плюс мои еще 10. В общем, эффект был, как будто я ехал 50 км в час. Ладно, поехал искать сейчас. Вот, кстати, там танцуют. Я ни разу не снимал еще. В Китае вот они всегда любят в темноте так танцевать. Сейчас проеду, сниму. Если видно, что будет. О. Блин, слабо видно. Интересно танцуют. Такие смешные. Плохо видно было, они всегда в темноте танцуют, вот, пожилые. Не пожилые, женщины там. Мужиков мало. Я видел. Сейчас был там, парочку было. Небо ясное, звезды вон вечерние. Красота, обожаю вот это время. По-весеннему прохладно так. Прям апрель. Здорово, впереди лето. Вот сейчас здесь уже зарулил микрорайон. Адрес некорректно написан в этом букинге, я так и не понял. 498Б там написано. А что 498Б, я так и не понял. Делаю второй заход, второй круг. И вот мне надо гадать сейчас, что такое 498Б. Б это понятно, дом. Ну вот тут 1Б, 2Б, 3Б и так до 7 идет. 498 мне надо расшифровать. 4 это может быть дом. 4 Б, а 98 квартира. Сейчас будем смотреть 4 Б. 98, видимо, квартира. А какой-то подъезд. Не знаю. Так, это что такое у нас? Это 5 Б, да? Где 4? В общем, я понял, просто точка на карте неправильно. Это вообще не тот адрес, это не тот микрорайон. Там какой-то бизнес-мансион. 498Б. Адрес правильно написано, а точка на карте вообще неправильно указана. И где теперь этот бизнес-мансион мне искать? Сейчас опять интернет нужен. Смотреть, где это бизнес-мансион. Вот проблема китайского хостинга. Я уже задолбался порядком. Хочется уже лечь просто и все. Ну, в общем, пролетел я этот хостел.
Не знаю, где он находится. Бог с ним. Еду дальше. Пока не знаю вообще, что делать. Что подвернется. Ну вот здесь дофига отелей. Отель на отеле. Только я вон даже отсюда вижу. Там ценники четырехзначные. Хорошо, когда зрение хорошее. Ну нафиг здесь мне торчать. Ладно, в общем, из города я уже почти выехал. Впереди, наверное, уже ничего и не будет. В парочку заехал, но там дорого. Выше 100. Парочку отелей. Хер с ним. Все, город закончился. Вон крайний фонарь. А я так думал, сегодня уже настроился. Думал, отдохну. Нет. Помоюсь, постираюсь. До шиша. Ехать дальше. Сейчас чутка проеду в темноте, посмотрим, что там. Здесь вот на джишках, на G312 тоже плату берут. Не только на хайвеях. Ну, иногда, не везде эти толгейты есть. Так, поселений есть каким? Нет. Чайку хотя бы попить. Чайку набрать, термос. Непонятно. Люблю ночью ездить, вот что не говори. Обожаю. Дорога совсем другая, кажется. Ну все, поставил палатку, тут недалеко отъехал. Там толгейт как раз, это заезд на экспресс трассу, экспресс хайвей. Вот, завтра с утра видно будет, что делать. Дорога плохая началась, это G312. И я подозреваю, что это... И никто по ней притом не ездит. И чувство, она будет такая все время параллельно идти, плохая. Не кайф. Ладно, завтра будет видно, сейчас спать, отдыхать. Вообще устал я сегодня, замотанный. Когда обламывается еще все так. Ну ладно, герой что ли.